Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня мы обсудим отношение к модельному делу в нашей республике с нашей гостьей, стилистом Дарьей Габышевой. Внимание на экран! Стиль повсюду сопровождает нас в жизни, и это касается не только одежды, но и качества жизни, общения, окружения. Дарья Габышева – персональный стилист, известная ценителем моды и стиля со всей республики. Она – многодетная мама и руководитель креативного пространства, успешно совмещающая семью и бизнес. Она плодотворно сотрудничает с модельными агентствами, словно сказочная фея, преображая моделей, используя силу стиля как средство самовыражения. Отношение к модельному делу в нашей республике сильно разнится. Перспективно ли быть моделью в Якутии? Или это хорошо только для саморазвития? Может ли это стать реальной профессией? Ну что ж, друзья, к модельному бизнесу у нас в Якутии в разные годы относились по-разному. Сейчас, когда коммуникации посредством социальных сетей, они уже прокладываются намного проще, немногие могут назвать моделинг реальной профессией. И чтобы разобраться в этом сегодня, нам нужно будет разделиться на две группы. Итак, оптимисты — это те, кто считают, что моделинг в Якутии — это перспективное занятие. Это может быть профессией, и этим можно зарабатывать. Оптимисты у нас будут находиться сегодня справа. Пессимисты же наоборот считают, что моделинг не перспективное занятие и считают, что моделинг больше подходит как хобби или что-то для саморазвития. Итак, друзья, выбираем зоны. При этом каждая из сторон у нас должна стараться перетянуть на свою сторону людей из противоборствующей команды. У нас оптимисты справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Модный стилист и руководитель креативного пространства. Многодетная мама и успешная бизнес-леди. Дарья Габышева. Дарья, здравствуйте. Расскажите о себе. Вам дается минута. Всем привет, меня зовут Даша Габышева, мне 30 лет, у меня 3 детей. Я родилась и живу в Якутске, и я занимаюсь тем, что переодеваю людей, стилизую съемки, работаю на каких-то коммерческих проектах, а также у меня есть свое креативное пространство, в рамках которого есть фотостудия, лекторий, шоурум. Также я являюсь креативным директором бренда «Солко», это якутский бренд одежды, который многие знают, и даже тут присутствующие гости участвовали в наших показах. Так что, в принципе, всегда была человеком с активной жизненной позицией, и мне не безразлично развитие творческих профессий, потому что я сама нахожусь именно в такой, а по образованию я юрист. Поэтому в жизни бывают разные пути реализации своего потенциала. Здорово. Аплодисменты. Перейдем к небольшому блиц-интервью. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Так, Хорошо. первый вопрос. Знакомясь с новыми людьми, на что вы сначала обращаете внимание? На его одежду или что-то другое? В первую очередь, конечно, я обращаю внимание на внешний вид, потому что это все равно показывает мне, как, например, с профессиональной точки зрения, какой человек, откуда он пришел, какие у него цели. Одежда, она так или иначе все-таки говорит о человеке больше, чем он думает. Спасибо. Были ли у вас проекты, от которых вы мгновенно тут же отказывались? Конечно, были, да. Какие? Чаще всего эти проекты связаны с очевидной денежной прибылью. Когда у человека нет задачи реализовать идею, а есть задача заработать. Мне такие проекты не нравятся. Вам комфортнее работать с моделями из агентств или с популярными ребятами, допустим, из Инстаграм? Я не могу сказать, что подписчики сейчас не играют роль. Да, они играют роль. Всегда все это зависит от проекта. Но если говорить о творчестве, о том, что мы там реализуем, сами делаем, то для меня важна модель, которая не капризная, то есть которая понимает, что это ее работа и готова за идею какую-то сделать разное. То есть поэтому мне важно, чтобы человек был, скажем так, пластичный с точки зрения убеждений.
Опиши идеального клиента. Идеальный клиент – это тот, кто понимает, для чего он делает что-либо. То есть если это личная стилизация, то клиент понимает, для чего ему нужна одежда, то есть куда он в ней собирается ходить. Если же говорить о коммерческих заказчиках, о магазинах и так далее, то есть когда они понимают, какая у них целевая аудитория, и, соответственно, мы уже готовим компанию под их целевую аудиторию. Поэтому лучший клиент, который знает, чего он хочет. Стараетесь ли вы соответствовать какому-то образу? Ой, нет, вообще нет. Только вот я вот стараюсь максимально быть верна себе. То есть для меня важно мой комфорт и какие-то мои личные убеждения. Сейчас, например, я участвую, для себя сделала челлендж 33 вещи, и я буду с октября, ноябрь, декабрь носить только 33 вещи, касающиеся, это и верхняя одежда, это и аксессуары, это и обувь. То есть, соответственно, сегодня я в некоторых вещах из этого списка. Деньги или творчество? Творчество. Аплодисменты. Итак, Дарья, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас сегодня поближе. Это у нас непосредственно и студенты, рабочая, творческая молодежь. В частности, справа от вас расположились оптимисты. Они считают то, что моделинг в Якутии – это перспективно. А в действительности можно стать профессионалами и на этом зарабатывать. Слева же от вас расположились пессимисты. Они, наоборот, считают, что моделинг не может стать реальной профессией и хорош только для саморазвития. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Почему я оказалась на стороне оптимистов? Ну, наверное, потому что я оптимист. Я на все смотрю с более позитивной точки зрения, и если человек делает что-то хорошо, это может быть абсолютно что угодно. Если он отдается душой, то все, что угодно может стать работой. Все, что угодно может приносить прибыль, если ты это делаешь с умом и с любовью. Дело, наверное, не только в Якутии. Вообще творческие профессии – это такая тонкая вещь, которой очень сложно всегда соответствовать. Одно дело быть, скажем, педагогом или медиком, где твоя профессия всегда будет востребована, а модели – это из чего-то около богемного, которое понимают далеко не все. Спасибо. Спасибо. Так, оптимисты. Если у человека нет, есть талант, он и не только чтобы талант, но и рвение, стремление, он может этого добиться, если он хочет. Если у тебя не получилось, тебя куда-то не взяли, это еще не означает, что другой это не сделает. Если ты хочешь, ты должен идти и добиваться своей цели. Да, конечно, юрист, врач, это всегда востребовательно, но кто сказал, что модели это не востребовательно? Особенно сейчас, 21 век, камон, люди, вы чё? Это очень круто. Все. Спасибо. Во-первых, моделинг – это такая сфера, которая требует индустрии в первую очередь. То есть она не возникает из ниоткуда. Невозможно быть моделью для самой себя. Нужна какая-то почва для этого. То есть это нужны какие-то модные дома, определенные люди, которые снимают контент и делают такой творческий материал, который продвигается в фэшн-индустрии. И у нас такое только-только развивается, если говорить о моделинге в мировом масштабе. И у нас такого пока что сейчас нету. Но мы идем к этому. Но в данное время скорее нет, чем да. Спасибо. Пожалуйста. Я считаю, что если ты мечтаешь стать как Кендалл Дженнер, то у тебя есть все шансы, потому что ты этого хочешь, ты желаешь, ты жаждешь, ты вдохновляешься и подражаешь. Поэтому мечты нас вдохновляют. Мечтайте. Спасибо. Так, пессимист. Ну, давайте последнее мнение пессимиста послушаем. Ну, я, например, считаю то, что так и так эта индустрия слишком опасная, что ли, потому что, ну, если так вспоминать, это примерно то же самое, как и кей-поп-индустрия. И если так смотреть, вспоминать то, что где она больше всего развита в Китае и в азиатских таких странах, но если это все вспоминать, то какая там жестокая конкуренция, я бы просто не влезла туда.
я бы просто для себя как-то развилась, чтобы держаться уверенно, чтобы как-то, ну, вести себя подобающе, что ли, в обществе, чтобы держаться как-нибудь, ну, Держаться красиво, достойно. держаться достойно, чтобы то, что вот, я не упала лицом в грязь, и мне этого достаточно будет. Спасибо. Ну что, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему герою. Ну и давайте начнем сейчас с оптимистов. Есть ли ваши вопросы? Как вы считаете, хватает ли одной яркой внешности, чтобы пробиться в моделинге? Что касается именно моделинга и внешности, то да, есть определенные требования и параметры, если ты участвуешь в модных показах не в Якутске, а где-то за пределами, потому что в Якутске как бы требования, сами знаете, у нас такие варьирующие, то одной яркой внешности, конечно, недостаточно, потому что тогда бы мы могли быть все моделями, потому что мы все очень классные. Здорово. Так, пессимисты. Были ли у вас в жизни моменты, когда вот у меня вот сейчас все у меня не получается, и мне все, я вот не могу? Это нормальное состояние любого человека в какой-то момент быть чуть-чуть в депрессии, да, для того, чтобы потом сделать 500 шагов вперед. То есть переосознать себя и такой, так, все ясно, где я накосячил, буду теперь делать по-другому. И проверяешь там следующую свою жизненную гипотезу и двигаешься вперед. Поэтому нормально немножко пострадать, поплакать, послушать грустные песни там, и пойти дальше. Так, пожалуйста. Нравится ли вам современная мода, то, как одевается молодежь? Обожаю. Прошу заметить, моя целевая аудитория это 35+, то есть я в основном работаю с женщинами. Как бы люблю тусоваться с молодежью, скажем так, уже можно так сказать. Ну, ребята все одеты уже в стиле 2000-х, и это супер приятно. Ну, то есть мне нравится, что дико быстро секут все тренды, считывают, моментально проецируют. То есть все в винтажных шмотках. Это же очень-очень круто. И я по опыту своей работы, раньше я очень часто ездила в разные города по России, типа Хабаровска, там, Сахалина, то есть по Дальнему Востоку, и нигде не было такой молодежи, как мы. Мы куда мы ни приезжали, мы были самые классные. Простите, конечно, пускай это звучит слишком, но это правда. Мы приезжали, несмотря на то, что мы играли там на хамусе, говорили на якутском, да, казались чем-то иноземным для других ребят, но мы были всегда одеты круче остальных. И не всегда дорого, а именно у нас есть вот это вот внутренний какой-то стиль свой. Это очень супер классно. Как вы видите будущее моды в Якутске? Какой-то, может быть, национальный якутский стиль или что-то, такие тенденции прослеживаются ли у нас? Ну, вообще, этническая какая-то культура, да, она сейчас внедряется уже везде, заметьте. То есть, если вы посмотрите на модные показы, вы будете там в каждом втором каком-то более-менее известном бренде видеть какие-то этнические истории, там что-то похожее на Холодай, вот эти все платья-парашюты, да, то есть все очень сильно похоже. У нас, я думаю, что от обратного все равно скоро пойдет вот эта история самоидентификации, потому что мы какое-то долгое время занимались подражанием там центральных городов, да, и заметьте, что этнические украшения якутские, когда наши ребята сейчас едут в Москву, там, за границу, еще куда-то, всегда стараются с собой при себе иметь какие-то свои народные украшения. И это прикольно, это классно. Но внутри, может быть, мы не так ярко это выражаем, потому что мы, знаем, что это у нас есть. Но я думаю, что перспектива развития есть, потому что сейчас начали открываться бренды, то есть в том числе и бренд Солко, например, да, и другие якутские бренды, классные дизайнеры у нас появились, которые здесь уже делают не просто одежду для подиума, да, там типа что-то очень такое этническое, а для носки в городе. И мне кажется, что в перспективе мы все плюс-минус будем уже к этому приближены еще больше. Вот ты в Инстаграме, как человек, который создает личный бренд, и ты в жизни, насколько это твои личности разнятся, и разнятся ли? Было время, когда я ошибочно для себя, знаете, была про того, кто оказаться, а не быть. То есть я реально делала что-то, какую-то хорошую картинку с точки зрения того идеальной семьи какой-то, что-то такое. Было у меня такое, не буду скрывать. И когда я поняла, что я уже так запуталась, что делаю вечно вид, что все нормально, а на самом деле ничего не нормально.
То есть я просто решила, что ну хватит как бы это терпеть, и поменяла многое в своей жизни. Это за последние 3 года многое изменилось, и те, кто подписан на мой Инстаграм, и те, кто знает меня в жизни, точно знают, что у меня уже нет разницы, типа, в макияже я или нет. Говорю, ругаюсь я там откровенно на что-то или очень сильно радуюсь, да. Единственное, что, возможно, какие-то супер горестные моменты, я их не транслирую в Инстаграме. Но я этого не делаю не потому, что я хочу показаться очень позитивной, а потому что я считаю, что мои проблемы, да, ну, скажем так, большие мои внутренние личные проблемы, это мои личные проблемы, и мне не нужно их ведром вываливать на людей. Зачем им знать, что у меня там где-то что-то там, ну, личное произошло, да? А что касается внешнего, социального, я всегда высказываю свою позицию как есть и говорю, как думаю. То есть и в Инстаграме я не делаю, типа, какое-то особенное лицо или что-то еще. Оно такое у меня, какое есть. Улыбаюсь, нет, ну извините. Как бы поэтому вот так. Вы творческая личность. Бывало ли такое, что у вас не хватало времени для своей семьи или для чего-нибудь? И я думаю, что это в любой профессии так. Если ты хочешь получить свое имя, то какое-то время ты жертвуешь чем-то. И иногда это время связано с семьей. Либо твоя семья к этому готова, либо не готова, и ты тоже сам для себя должен расставить приоритеты. Вот. Спасибо, аплодисменты. Итак, друзья, у нас есть опрос по теме нашего обсуждения, поэтому, пожалуйста, внимание на экран. Как вы считаете, перспективно ли быть моделью в Якутии? Не очень. Не знаю, нет, наверное. Ну, саморазвитие, скорее всего. Перспективно ли быть моделью в Якутии? Да, наверное. Это может стать профессией или это больше про творчество? Ну, что мешает быть профессией творческой? При желании это действительно, если она действительно хочет это превратить в профессию, если это ее любимое дело, то почему нет? Ну да, конечно. Может это стать реальной профессией или это больше про творчество? Ну да, разным бывает. Не знаю, сложный вопрос. Я думаю, больше про творчество. Но я думаю, что у нас нет таких, да, серьезных модельных агентств именно в Якутии, которые бы могли достойно, да, представлять девушку. Конечно, это нужно за пределы. Перспективно ли быть моделью у нас в Якутии? Нет. Думаю, да, с современными этими технологиями, ну, типа Инстаграм, ла-ла. Сейчас вот век Инстаграма, социальных сетей, можно, наверное, везде выстрелить. Это все-таки больше про творчество или про профессию? Про творчество? Про творчество, да? Да? Да, я думаю, что это вполне возможно. Если вы продвигаете себя, стараетесь для достижения своей цели. Думаю, да. Потому что обучает, как правильно ходить, как подать себя, как правильно говорить, там, женственность развивает. Это очень важно. Мне кажется, это больше творчество, потому что, например, за рубежом модели сравнивают как с актерами, ну, с актрисами. Поэтому, чтобы быть хорошей моделью, должен быть еще талант. Ну и как вы видите, из опроса есть самые разные мнения. Я все же остаюсь солидарна с пессимистами и считаю, что занятие моделингом все же полезно только для саморазвития. И в Якутии все еще не те условия, чтобы быть только моделью. Вот, давайте послушаем мнение оптимистов на этот счет. Пожалуйста, ребята, берите микрофон. Ну, конечно, у нас не будет условий, потому что если люди считают обратное, они не хотят. Например, я похожу в модельную школу, там научусь ходить, все это мне приносит удовольствие, и все. Я ничего не добьюсь, я маленькая, там толстая, я не знаю, там у меня прыщи, я похожа на мальчика или там еще похуже. Конечно, если мы не будем делать эти условия, мы ничего не добьемся. Это и так уже понятно. Поэтому надо больше развивать не только свою страну, но и свою республику, свой дом. У меня все. Так, что у нас на это ответят пессимисты? Ну, я считаю, в принципе, что модельное искусство, я мог бы так выразиться, это больше зависит больше от человека, но есть такие вот факторы внешние, как вообще, в принципе, давление. То есть со стороны, то есть все зависит вообще, в принципе, также и от места, но большинство случаев, когда у меня есть примеры друзей, которые рассказывали примерно, что это даже такое. Мне самому по себе даже страшно, наверное, становилось, но это высокое и очень сильное давление для этого. И если даже человек целеустремленный, есть и будет такой человек, который найдется, который скажет, что это не твое, и попытается
может, не осознавая этого, задавить тебя этим. Так. Оптимисты, что на это ответить? Я думаю, что, ну, наверное, девушек в Якутии, ну, моделей не очень так развивают, но думаю, главное это любить себя и работать над собой на 100%, и когда показать себя, и вас могут заметить не только в Якутии, но и за границей тоже. Так, оптимисты. Любовь к себе — это, безусловно, прекрасно, но про моделей принято говорить, что они только знают то и дело, как позировать. Это продающее лицо, это дитя какого-то капитализма. Но разве это не так? Я имею в виду, что тут и есть какой-то момент интеллектуально-духовного развития, помимо того, что надо ходить по подиуму и продавать вещи коллекции сезона 2020-2021, зима-лето, что-то в этом духе. Это, скорее всего, останется каким-то риторическим вопросом, но, наверное, так и есть. Сегодня, когда берут человека лицом чего-то, они берут человека, они не берут модель там по нужным параметрам. Они берут человека, у которого за ним есть какой-то бэкграунд, он что-то делает, он какой-то интересный и так далее, чтобы он должен соответствовать ДНК и философии того бренда, который он позиционирует. То есть так просто человека не возьмут, конечно же. И понятное дело, что модель, она должна быть плюс ко всему еще и образованная, она должна понимать и разговаривать на разных языках. Это огромное количество труда. И обесценивать его и говорить о том, что вот, да, вот, может быть, они ничего не знают, это большая ошибка, потому что сейчас совершенно другое время, и человека могут проверить, скажем так, на его образованность и элементарное понимание. Да и вообще ходить по подиуму, знаешь, как сложно. Вот просто пройтись в состоянии стресса, когда на тебя все смотрят, девчонки участвовали там на показах в прямом эфире. Ты просто идешь в прямом эфире, на тебя смотрит вся Россия. Ты идешь, и твоя задача не затупить, извините меня, да, и сделать определенные какие-то точки и продать эту одежду. То есть человек должен уметь просто стоя продавать то, что на нем находится, да, одето и так далее. Вы считаете профессию модели реальной профессией? Конечно. То есть это как любая профессия и любое дело. То есть, знаешь, ты можешь же быть... Что касается творческих профессий, да, я сама представитель творческой профессии, и я могу точно сказать, что можно быть стилистом, там, допустим, в Якутске, можно быть в республике, можно быть в России, в мире и так далее. Но ты должен, как бы, понятное дело, рассчитывать свои силы и делать что-то еще. Как бы, помимо того, чтобы просто быть и говорить о том, что там я стилист, и сидеть на лавочке и ждать, когда у тебя появятся клиенты. Нет же, такого не случится. И это к любой профессии это относится. Если хочешь добиваться цели, иди к ней. Как в таком случае быть в этой творческой сфере, сотрудничать с именитыми брендами и не потерять свою индивидуальность? Ведь в какой-то степени, может быть, тебя не устраивает политика компании, но есть денежный вопрос, и тебя устраивают гонорары. Монетизация это каждый решает для себя сам, понимаешь, в чем прикол? То есть сложно сказать... Для тебя это, допустим, не важно. Для меня не важно. Но я знаю девочек-моделей, для которых это принципиально важно. И это нормально. То есть вот в этом-то и дело, что я знаю модели, которые берут за съемки в Якутске 30 тысяч за час. 30 тысяч за час. Ну, она этого заслуживает. Если она свой труд так оценивает, но она эти деньги, извините меня... много таких моделей? Нет. Таких моделей мало. Я поименно не буду говорить, потому что как бы неправильно. Но есть такие модели. Это прям единицы, да? Единицы. И они все имеют большое количество подписчиков в Инстаграме, эти девушки. И плюс ко всему, они имеют, скорее всего, какой-нибудь титул, связанный с конкурсом красоты. Хорошо. Я сейчас обращаюсь к тем, кто считает, что моделинг может стать все-таки реальной профессией. Вопрос следующий. Как вы считаете, много ли в этой сфере денег? И почему молодые ребята стремятся именно попасть в этот бизнес? Как вы считаете? Деньги в моделинге есть, и их очень много. И люди готовы платить, потому что моделинг, он развивается в Якутске. Людям приходит осознание того, что это важно. Кто показывает твою одежду и как показывает. И очень важно, чтобы у этого человека, у этой модели был хороший бэкграунд. То есть сейчас в Якутск приходит такое понимание, как репутация. И это тоже мега круто. Окей, хорошо. Так, еще мнение, пожалуйста. Почему молодежь стремится именно в моделинг? Потому что сейчас мы все понимаем то, что действительно красота спасет мир, и молодежь, она соображает и
видит перспективу в этом всем. Ну вот примерами успешных кейсов именно в якутском модельном бизнесе являются Полина Протодиаконова, Витамир. Знаете их? Да, конечно. Да, вот. И их популярность, их востребованность – это следствие активности их в других городах. Может, Якутия – это не тот регион для развития модельной сферы? Ну, смотрите, давайте так посмотрим, что 300 тысяч человек живет в Якутске. Это вообще это же крайне мало. Из них людей, которые занимаются предпринимательством и у которых есть деньги, которые будут платить моделям, еще меньше. Успешных предпринимателей еще меньше. То есть и это такая ситуация, мне кажется, что здесь человек получает школу, потому что здесь хороший фундамент для того, чтобы начать и для того, чтобы быть узнаваемым, потому что есть интерес к людям с регионов. Если сейчас вы видели, то сейчас модели, допустим, одного из якутских агентств в Москве, 6 человек уехали и, соответственно, ходят на кастинги для того, чтобы поучаствовать в Российской неделе моды. То есть и здесь они учатся дома, не тратя на это много денег, скажем так, да, как-то делают себе здесь портфолио, потому что здесь портфолио качественное и крутое сделать можно. И оно будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем ты будешь делать его в Москве. Так какие проблемы? Делай все дома, езди и показывайся. Никто тебе этого не запрещает. Но каждый ли может это делать? Это может делать тот, кто считает для себя нужным это делать. Воспитанные на крылатой фразе «улыбайся глазами», да, от Тайры Бэнкс, шоу «Топ-модель» по-американски, по-моему, именно они начали продвигать ту тему, когда есть модели с нестандартной внешностью. Например, когда у человека витилиго, или он альбинос, или еще какие-то черты во внешности. Сейчас, в 2021 году, можно ли говорить о том, что те самые с хрестоматийными параметрами 90-60-90, некогда бывшие ангелы Victoria's Secret, теперь модели с нестандартной внешностью, что в этом плане все-таки некоторые карты переменились? Ну, вы, наверное, знаете, что Victoria's Secret сейчас нет. То есть показы Victoria's Secret закончились, потому что их, скажем так, я бы сказала, морально убили показы бренда Рианы Фенти, где вещи показывают женщины все, любые, вне возраста, даже беременные. То есть показ просто людей в красивом белье, и это нормально. Но сейчас уже такое время, когда уже к этому никто не привязывается. Да, есть еще определенные привязки с точки зрения, что на стройных девушках вещи сидят лучше и продаются лучше. Это сложно исключить, это факт. Но любой бренд старается взять себе альтернативную, будем так их называть, модель, для того, чтобы повысить свой рейтинг, для того, чтобы показать, какие мы френдли, какие мы толерантные, что все у нас в порядке, мы принимаем людей разными. И сейчас, если вы посмотрите, опять же, на всемирный тренд, даже от меха отказываются. То есть тренд на осознанность, он настолько заполонил планету, да, что экологичное отношение сейчас ко всему, в том числе к разным людям. И я считаю, что это нормально, это правильно, и в перспективе возможно, что какой-то там момент, касающийся внешних данных, вообще сотрется. Сейчас он еще присутствует, но в перспективе, возможно, его вообще не будет. И у меня к вам вопрос. Кто или что вас в данное время вдохновляет? Где вы черпаете энергию? Меня вдохновляют люди. 100%, которые есть вообще в принципе окружают меня, потому что каждый раз моя работа, она знакомит меня с новыми людьми. Я слежу за всеми, за девчонками, даже за теми же самыми моделями, например, да, за другими какими-то, на всех подписана, я вообще люблю смотреть, именно наблюдать, потому что жизненные истории меня особенно вдохновляют. Плюс я читаю очень много биографий. То есть мне важно знать суть, как человек к сегодняшнему дню пришел к этому успеху или какому-либо делу, откуда он шел, что он сделал, где он. И меня это безумно вдохновляет, потому что я понимаю, что я тоже человек, и я тоже могу пройти свой путь и как-то реализоваться. Поэтому самое лучшее, что может быть, это люди и их опыт. Что, мы уже близимся к завершению нашей передачи. Наступил самый момент истины, когда вы можете поменять свою позицию. Пессимист, который убедился в обратном, может перейти к оптимистам и наоборот. Ну что ж, меняемся.
Так. Ну, давайте на счет раз, два, три. Ну, вы можете сменить свою точку зрения. Свою точку зрения, свою позицию. Давайте. Раз, два, три. Все остались при своих местах. Аплодисменты. Давайте друг другу подарим. Хорошо. Ну и давайте буквально по одному комментарию с каждой стороны, почему вы остались при своем мнении. Вот, давай у тебя спросим. Ну, скорее всего, потому что у меня больше мыслей как бы склонны к тому, то, что модельная вообще индустрия, ну, это прикольно, но там очень много нюансов, которые, ну, негативно складываются вообще. Ну, то есть это мое мнение, то есть к этому складывается. Наверное, вот все. Так, ну и пожалуйста. Да, я могу обосновать свою точку зрения, почему я осталась здесь, так как я не являюсь моделью, и это не является моей профессией, это во-первых. А во-вторых, я считаю и убеждена в том, что если что-то захотеть, можно, как говорится, и в космос полететь. И поэтому сделать профессию моделинг, как говорят, да, в принципе, возможно, и я в это верю. Спасибо. Что, Дарья, какой совет вы дадите нашим ребятам, нашим участникам? Ну, вообще, что касается конкретно модельной индустрии, да, именно в Якутске мы будем, да, об этом говорить, оригинальных особенностях в том, что мы всегда должны помнить о том, что если мы чем-то занимаемся, и это касается медийности каких-то, да, таких моментов, то очень важно понимать, что за тобой стоит. То есть, да, беречь свою репутацию, безусловно, работать над ней, развиваться. И, например, по примеру, например, Маши, у Маши есть публикации, да, ведь за пределами России даже, верно? Да. То есть съемки определенные, в которых она участвовала, и фото публиковались в иностранных журналах. Все, опыт есть, возможность есть, просто нужно ее распознать и увидеть, и не бояться, скажем так, себя, скажем так, показывать людям, да? Это нормально, и с этого можно, скажем так, и зарабатывать деньги, и получить, может быть, реально быть замеченным, да, и куда-то уехать. Или же вообще, правда, быть на обложке какого-нибудь очень классного журнала, а контент создавать тут. Потому что контент здесь создавать будет гораздо дешевле, чем где-либо еще. Поэтому нужно это понимать и пользоваться всеми возможными ресурсами, если есть желание развиваться. А если хотите развиваться для себя, сходите в модельное агентство, это прикольно, там реально есть очень много хороших базовых навыков, которые развивают в человеке, и они реально пригодятся в разных сферах жизни. Ну что ж, Дарья, кто из наших сегодняшних участников вам понравился больше всего? Кстати, точно, у меня же есть подарок. Но я хочу отметить человека со стороны пессимистов, потому что ну, мне, скажем так, нравится, когда человек грамотно ставит вопросы и понимает, о чем говорит, и, скажем так, поэтому, Надежда, мой подарок будет вам. Давайте поздравим. Да. Так, Надежда, мы вас просим выйти. Давайте я тоже на встану. Студию. Да. Я, в общем, являюсь приверженцем осознанного потребления, как бы, и поэтому я решила, что подарок будет именно такой. Это стакан для многоразового использования, то есть он классно складывается, очень легкий, удобный, поэтому у меня у самой такой есть, поэтому я знаю, что это очень прикольная тема. Поэтому пользуйся, носи его с собой, пей чай, кофе, в общем, везде, где хочешь. Спасибо. Ну и, пожалуйста, Надежда, немного расскажи о себе. Благодарю. Я теперь, когда буду им пользоваться, буду думать о том, что когда-то я могла бы стать моделью. Я студентка магистратуры Института психологии нашего университета. Что могу о себе рассказать? Ну, мне нравится всячески духовно, интеллектуально развиваться. Вот, например, иногда мне кажется, что в творческие профессии уходят именно те люди, которые когда-то в детстве мечтали поступить в театральный. Но по каким-то обстоятельствам это не сложилось, и их судьба складывается по-другому, и я надеюсь, что очень хорошо. Спасибо. Аплодисменты. Что, друзья, мы уже готовы завершить нашу передачу. Пожалуйста, приглашаем вас всех подняться на этот подиум, пообщаться, фотографироваться, ну и немного провести время с нашей героиней.
вами была телепередача «Я молодой», ее ведущие Лена Гагарина И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Пока! Модельный бизнес – это одна из таких интересных индустрий, спорных, да, и такое обсуждать нужно, потому что сейчас нынешняя молодежь находится на перепутье, выбирает себе профессию, и многие хотят заниматься именно творческими профессиями. Но вопросы монетизации они, конечно, не думают. И если говорить об этом открыто и честно, то это поможет в становлении и выборе профессии. А в целом о передаче мне нравится концепт, очень здорово, грамотные ведущие и очень красивые еще главное. Так что я желаю вам больше просмотров, еще больше ваших верных фанатов, сторонников и больше интересных тем.